Приветствую вас, дорогие телезрители! С вами архивы памяти, вечные главы истории ингушского народа. В сегодняшнем выпуске вспомним Николая Базоркина, офицера русской императорской армии, полковника, кавалера Золотого Георгиевского оружия. О том, как складывалась его судьба, узнаем у нашего гостя, исследователя и архивиста Берснако Газикова. Приветствую вас. Добрый вечер. Берснако Джабрилович, когда и где вами впервые были обнаружены документы по Николаю Базоркину? Я впервые, когда обратился в Российский государственный военно-исторический архив, это где-то был 1993 год. Вот я впервые здесь начал работать в это время, в этом учреждении, и здесь были выявлены очень большое количество различных послужных списков, наград, вот это все информация. И в том числе здесь были и документы, связанные с Базоркиными. Когда мы работали, то тогда, это были 90-е годы, тогда не было электронной базы. Вот сегодня это легче, сегодня можно посмотреть в интернете, что-то там, какие сведения. Но даже те сведения, которые есть в интернете, в электронной базе, порой они неточные бывают. Действительно, когда занимаешься судьбой вот многих наших военных, там часто они награждались, перемещение по службе, и можно, конечно, где-то ошибиться. Я сам вот как-то в одной из передач тоже ошибся. Я назвал дату смерти Николая Александровича Базоркина 1969 год, а на самом деле, как вот в публикации Крузенштейн Петерец, он скончался в Лозанне в 1967 году. Ну, ошибки бывают, но надо просто, если есть возможность, исправить. Что касается работы, вот, которая была проведена, то мы, значит, когда обнаружили послужной список Николая Александровича Базоркина, то там было написано, что он потомственный дворянин Тамбовской губернии. И нам было интересно, как это так, Тамбовской, когда он родился Базоркина, здесь он жил в Владикавказе, стали интересоваться судьбой. Для чего мы выехали в Тамбов, вот поработали там в архиве, и все потом оказалось проще. Дело в том, что у него мать Варвара Николаевна Маслова, это потомственные дворяне Тамбовской губернии. Он, будучи маленьким, значит, уезжал к матери. Вот это сегодня называется этот город Мичуринск, а в прошлом он назывался город Козлов. И он там проводил время, и, видимо, поэтому был в послужном списке отмечен как дворянин Тамбовской губернии. Вот такие сведения. Потом сведения о нем были какие еще? Дело в том, что дается дата, с одной стороны, дается дата рождения 1883 год, а на самом деле в его документе отмечен 1882 год. Вот. И дальше специалисты, вот, насколько мы знакомы с Волковым, в своих вот публикациях было сказано, что след его теряется после 1965 года. И вот было неизвестно вот, дата смерти. И дата смерти нами была выявлена как раз вот публикацией. Вот здесь вот, посмотрите, вот в этом издании. Вот это. И здесь вот как раз вот мы сейчас зачитаем вот это, смотрите. Здесь вот сказано: одни, быть может, самые счастливые, убиты в боях на Западном фронте, другие погибли во время революции или скончались позднее по разным городам русского рассеяния, иногда в нищете. Одним из последних был полковник Николай Александрович Базоркин, дядя Никс, боевой товарищ моего отца. Он скончался в Лозанне в 1967 году сравнительно в хороших условиях, на руках своей преданной сестры Ольги Александры Альтенкирх. Я еще успела съездить к нему, повидаться. Так она пишет свои воспоминания о нем. Кроме того, вот в своих книге, вот, которая вышла, она дает сведения о том, как приезжал туда к ним Крым-Султан Базоркин. Вот они даже вместе служили. Но они служили, но дело в том, что Крым-Султан рвался на войну, ну, Первая мировая война, и ее отец тоже хотел. И вот они договорились, что они вместе пойдут на войну.
но у Крузенштейна, отца, ее не получилось, а Крым-Султан все-таки выехал. И погибли они. Такие сведения там есть. Ну, там где-то могут быть у нее тоже какие-то опечатки, вот. Но главное, что нам дана биография, более-менее, вот мы узнали судьбу. Дело в том, что, занимаясь поисками, мы обнаружили в различных журналах публикации Николая Базоркина. Дело в том, что он был офицер. Одно дело была служба, а помимо этого он писал статьи. И вот первые статьи, которые мы обнаружили, это в журнале «Вестник русской конницы», это 1908, 9, 10 год. Вот есть три публикации. Еще есть всякие упоминания, разные упоминания жителей города Харбина. Это вот когда он очутился там в Харбине. Дело в том, что он где-то в 1921-1922 году очутился в Харбине ввиду того, что пришла новая власть, и он вынужден был уйти. И там была очень большая элита, так сказать, собралась русская в Харбине. И он был там на видном месте. Его признавали, считали с ним. Вот. А по какой причине вот он решил эмигрировать? Ну, они уехали, потому что вот как раз советская власть, когда пришла, они понимали, что им там многие выехали. Вот у него даже на портрете китайский. Да, здесь вот мы находили. Но дело в том, что здесь еще тоже интересно это. Дело в том, что в 1922 году сюда, в данном случае в город Шанхай, выехал из Владивостока некий Николаев Виталий Николаевич. И вот его сын Михаил уже в наше время, вот в 2000-х годах, он, значит, есть публикации, где он говорит о том, что у него отец ингуш, вот, а мать украинка. А дело в том, что его дед был в свое время в конвое царя, и ему дали, значит, крестили его, дали ему имя Николай, Николаев. И вот тоже вот мы пытались тоже найти как бы судьбу, какие-то сведения. Но пока у нас не получилось, только то, что мы обнаружили дело его отца, он служил в Владивостоке вот, перед тем, как они выехали. Ну, такие сведения. Но что касается поисков, мы вот возьмем сейчас, вот зачитаем автобиографию. Краткую, так сказать, сведения, которые вот даются в электронной базе. Базоркин Николай Александрович. Вот здесь указан 1883 год, на самом деле 1882 год. Из дворян Ставропольской губернии. Жена уроженка Владивостока. Но он был женат, а потом разведен. Образование – Михайловский Воронежский кадетский корпус. Затем Елисаветградское кавалерийское юнкерское училище по первому разряду. И затем идут потом чины. Корнет, поручик, штабс-ротмистр, ротмистр. И затем, вот в 1917 году, значит, он получает звание полковника. Служил он в разных подразделениях, то в 53-м Драгунском Новоархангельском полку Московского военного округа. Затем он служил в Заамурском округе. Здесь он был ранен. У нас есть карточка о том, что он был ранен. Так сказать, главное, что он добился, это он в 1916 году получает георгиевское оружие. Да. И вот здесь есть отмечено, там мы потом это прочитаем, о том, что за что он получил вот это вот георгиевское оружие. Вот такие сведения. Что касается подробностей, для того, чтобы выявить подробности, мы выезжали в Воронеж, работали там в Воронежском областном архиве. И здесь оказалось, что, к сожалению, часть материала не сохранилась, но нам было известно, что Воронежский кадетский корпус окончили многие ингуши. Вот, в частности, учился и Александр, отец Николая, учились там Катиевы, учились там и Албаковы, Амальсаговы, Сосурко и другие. Ну, в общем, это кузница была. И вот мы туда поехали, это в начале 2000-х годов, вот, и мы посетили Воронежский кадетский корпус. Там на месте нас вот в архиве, узнав о том, что я приехал из Ингушетии, познакомились с Алексеем Комлевым. Это местный краевед, это прапорщик он был тогда, бывший. Вот, и он занимался всеми кадетами вот, Воронежского кадетского корпуса и очень уважительно относился к ингушам, которые закончили. В свое время даже предложил, было бы хорошо, если бы, скажем,
Ингушский кадетский корпус и Михайловский, так называемый корпус, чтобы они обменялись курсантами, чтобы несколько курсантов учились бы здесь, а здесь студенты учились бы там. Ну, такое предложение было, мы как-то его озвучивали, но с этого, по-моему, ничего не получилось. Но было бы хорошо, конечно, эта мысль хорошая. Но, к сожалению, послужных списков здесь, вот данных по Николаю здесь не сохранилось. Так же, как и не сохранились многие другие документы. Но что касается вот его награждения, вот мы взяли, вот смотрите, русский инвалид. Вот в этом русском инвалиде я хотел бы зачитать. Вот здесь смотрите. Это по поводу награждения георгиевским оружием. Николаю Базоркину за то, что в бою 28 апреля 1915 года у местечка Городенко, находясь с 6-й сотней, командуя ее полусотней, под сильнейшим артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника атаковал неприятельскую колонну. Удалось, значит, нанести удар 5-й сотни австрийцев, зарубить около 100 человек, вторично атаковал и тем самым захватил при этом 12 человек пленными. Вот так, если коротко говорить, это вот подвиг, за который ему давали георгиевское оружие. Я хотел бы еще отметить следующее. Дело в том, что мы, работая в Государственном архиве Российской Федерации, нашли в свое время очень редкое дело. Это дневник 1915-1916 года. Это очень ценная вещь, Дело в том, что мы знаем, когда вот, очень интересно бывает читать мемуары военных о былом, а здесь в данном случае речь идет о записной книжке, которую он с собой носил, вот, где-то там около 200 страниц, вот на память говорю. И здесь он, значит, по ходу, прямо вот, как говорится, по свежим следам, писал свои какие-то отметки вот о прошедшем дне, в том числе и о боях, и о других вещах. А за какой период? Это 1915-16 год. И когда я, значит, поделился этой находкой с своим товарищем, его сейчас нет, это Карпов Игорь Вячеславович, он кандидат наук, работал в военной Сакмариеве, писал часто об ингушах, и он, когда услышал, он был очень обрадовался, говорит, это вещь, говорит, почему? Потому что таких вещей вот в истории Первой мировой войны очень мало. Вот данный вот дневник, мы его сосканировали и хотим издать, поместили свой 4-й сборник, который мы готовим. И дело в том, что они ценны еще тем, что он сам литератор, и заметки у него такие, как бы сказать, литературные, так аккуратные, да. Вот, поэтому это одна сторона. Другая сторона, дело в том, что мы говорили о том, что он оказался в Харбине, вот, и когда мы искали материалы, связанные с Харбином, то есть мы поработали в спецхране в Ленинке, библиотеке. Мы просмотрели очень большое количество различных журналов, газет, пытаясь найти какие-то сведения. Вот. И здесь мы узнали, здесь были определенные сведения, связанные вот с публикациями харбинской прессы о эмигрантах. Это навело нас на мысль, мы стали смотреть документы с Хабаровского краевого архива, и здесь обнаружилось дело, как раз там есть такой фонд, бюро, значит, эмигрантов, которые оказались там. И мы обратились в этот архив, архив пошел нам навстречу, и нам выслали, причем без оплаты, вот, прислали материалы связанные, и в этих материалах есть определенные сведения, тем более они составлены собственноручно, поэтому они вызывают доверие. Вот, и там как раз указано, что он родился в 1882 году. То есть в этом уже сомнений нет? Сомнений нет, да. И, как известно, он скончался в 1967 году. После этого мы стали смотреть в этом же спецхране. У него в 1934 году вышла книга «Таинственная амазонка». Вот. Но она вышла под псевдонимом Маньчжурцев. Это очень редкая вещь, она очень интересная книга эта. Вот. И действительно, он как литератор, здесь сразу видно его умение писать. И в конечном счете, вот, если мы хотим сказать о этом человеке, надо сказать, что он отдал все свои силы служению Родине. Вот. Он участвовал во многих, ну, в русско-японской он участвовал в Первой мировой войне.
и везде, значит, пытался все свои знания использовать для пользы Родине. Это люди, которые свято верили в будущее России, и, оказавшись даже на чужбине, они думали о России. Вот. И тем более, что он, как ингуш, дело в том, что надо сказать, что хоть мы и называем его Николай Александрович, но на самом деле его имя Мурат. Вот это также отмечено вот в его документах. С другой стороны, что вот меня беспокоит, как исследователя, дело в том, что он похоронен в Лозанне. Лозанна – это Швейцария. И было бы, конечно, хорошо, если бы удалось найти могилу его. Вот. И здесь же жила его сестра Ольга Альтенкирх. И тоже узнать подробности о ней узнать. И я думаю, что в архиве в Лозанне могут быть сведения о том, где проживали, где похоронены. И это дало бы нам дополнительную вот информацию об этих людях. Поэтому хотелось бы решить этот вопрос. А я думаю, что он может быть решен. Почему? Потому что, с одной стороны, для этого даже не требуется поездка туда. Вот, можно просто обратиться в архив. Запросом, да. Более того, там проживают, в тех странах проживают наши люди, и вполне могли бы навести справки. Более того, что он обычно писатель, он не ограничивается изданием, написанием какой-то одной книги. Вполне возможно, что у него были Другие, да. и другие литературные вещи, что тоже было бы интересно. И поэтому вот меня как исследователя вот это как бы занимает этот вопрос. Вот. И думаю, что вообще в перспективе надо вот это все материалы, которые у нас есть, они требуют публикации, да, свода данных, свести их, как бы, да, чтобы было видно через документы вот весь ход, так сказать, военной службы и какие-то другие вещи. Это касается не только Николая Базоркина, касается многих наших людей. Вот. Мы просто ввиду нашей загруженности просто не успеваем вот, делать такую работу, я имею в виду, потому что мы озадачены тем, что надо поехать, надо найти материалы. Вот обработка, это все-таки... Занимает много времени, да. Для этого много времени необходимо. Ну, да. Мы надеемся, что, может, молодые специалисты, они заинтересуются, и я думаю, эту информацию вы готовы с ней поделиться. Будем надеяться, что работа будет продолжаться, и статьи, и новые публикации тоже будут выходить. Я тоже надеюсь, это потому что мы часто, я думаю о молодых, о нашем молодом поколении, думаю, что если бы работали бы люди и вот увлеклись бы, то есть у нас очень много людей, которых надо исследовать. И мы тогда бы могли бы обогатить нашу историю, вот, знать больше о наших людях. Берсанкут Джабраилович, спасибо вам за то, что вы сегодня пришли, рассказали нам, в очередной раз напомнили о Николае Базоркине, и желаем вам успехов в вашей работе. Большое спасибо. С вами были архивы памяти, вечные главы истории ингушского народа.